Здравствуйте! На канале АТВ предвыборные дебаты, и мы будем говорить с участниками парламентских выборов о самых актуальных проблемах политики Молдовы. И сегодня у нас в студии Корнел Анатольевич Дудник, кандидат в парламент Республики Молдова от Демократической партии. Здравствуйте! Добрый вечер. Юрий Иванович Рожко, кандидат в парламент Республики Молдова от Христианско-демократической народной партии. Здравствуйте! Здравствуйте. И Александр Михайлович Слусарь, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народная сила». Здравствуйте еще раз, рад видеть вас в нашей студии. В начале передачи ее участники представят нам основные тезисы дебатов, ну а затем перейдем непосредственно к дискуссии. Каждому участнику для выступления отведено 15 минут в течение всей передачи, плюс 5-10 минут для ведущего. Кандидаты используют это время по своему усмотрению, а во второй части участникам будет предоставлена возможность дебатировать с оппонентами. В третьей части дебаты участники ответят на вопросы избирателей. Всем им будет предоставлено право на реплику. А в конце программы кандидаты смогут еще раз обратиться к избирателям, чтобы убедить их голосовать за свою партию. Ну, а сейчас переходим к участникам. Итак, первый у нас будет отвечать Александр Слусарь. Скажите, пожалуйста, каковы основные тезисы вашей партии? У вас ровно 1 минута. Партия «Народная сила» – это категорически промолдавская партия. Мы отвергаем любые идеи унионизма. Мы считаем надуманной идею о том, что внешний политический вектор сейчас является самой главной проблемой в этих предвыборных схватках. По нашему мнению, основной проблемой Республики Молдова, основной внутренней проблемой является ныне действующий олигархический режим, олигархическая система, при которой несколько кланов контролируют самые важные сектора экономики, вытаскивают деньги из населения и экономических агентов, манипулируют с откровенным цинизмом общественное мнение, и при этом все правоохранительные органы, вся юстиция их охраняет и им служит. Наш главный тезис – это демонтаж олигархической системы. Мы видим 3 главных проблемы сейчас в экономике. Это монополии, это теневая экономика и это коррупция. И мы очень четко представляем, как нужно демонтировать эту систему. И сегодня постараемся поподробнее рассказать вам об этом. Спасибо. Юрий Иванович, ваше время, ваши тезисы. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Партиям, которые не находятся у власти, очень легко сегодня говорить, поскольку те, кто находится у власти, должны рапортовать, почему ситуация в стране, в экономике, в социальной сфере настолько плачевна. Основные тезисы. Мы должны выяснить, что произошло 7 апреля 2009 года. Я лично написал об этом специальную книгу на 3 языках. Теперь мы должны произвести серьезное расследование по поводу узурпации государственной власти. Статья 339 не имеет срока давности. Власть в Республике Молдова узурпирована мафиозными кланами. Она незаконна. Основные тезисы нашей программы. Мы православное общество, мы православная нация, мы верующие люди. Это основной элемент нашей национальной солидарности. Все жители Республики Молдова, 90 с чем-то процентов, являются православными. Мы на это должны ставить акцент. Национальное единство. Национальное единство является основным рычагом стабильности нашего общества. Мы не должны зацикливаться на евроинтеграции или интеграции в том же союз. Мы должны навести порядок в доме. Сильное государство. Восстановление независимости суда. Время, спасибо. И Корнел, ваш Да, добрый вечер, уважаемые телезрители. Я также хотел бы сказать пару слов о наших основных тезисах. Если рассматривать всю палитру политическую на нашем политическом поприще, в Молдавии сегодня присутствуют крайне правые и крайне левые силы. И вот наша партия – это та сила, которая находится посередине, та сила, которая ратует за двухвекторное развитие. И это сила, которая сохраняет баланс в нашем обществе и не позволяет уйти нашей стране ни вправо, ни влево. Если бы не было демократической партии на политической арене, я думаю, что конфронтации имели бы совсем другой разворот в нашей стране. Поэтому наша партия ратует за то, чтобы, как говорится, посидеть на 2 стульях и не пострадать от этого. Мы должны дружить и с Востоком, и с Западом. И искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти выходы из таких трудных ситуаций. Мы не можем быть геополитическими игроками в сегодняшних реалиях. Поэтому наша партия должна ратовать за то, чтобы мы развивали Молдову у нас дома и ни в коем случае не втягиваться в огромные геополитические интриги. Все, спасибо.
переходим тогда к дебатам и первому раунду. Значит, в первом раунде, вы помните, да, на каждого кандидата по 5 минут. Значит, в первом раунде вы отвечаете на мой вопрос. И скажите мне, пожалуйста, как вы оцениваете внутреннюю и внешнюю политику, проводимые властями Молдовы за эти 23 года? Вы первый, да, Александр Слусарь, вас слушаем. Ну, 23 года это большой срок, но я, конечно, лучше бы сосредоточился на последних 5 годах, но если говорить в целом, и это отличительная черта нашей партии, к сожалению, у нас 20 с чем-то лет политику и внутреннюю, и внешнюю проводили очень много людей с грязными руками, извините за такое выражение. А люди, которые это все претило, которые считали, что политика грязное дело, смотрели телевизоры и на диване за чашечкой кофе или баночкой пива критиковали нынешнюю любую власть и говорили, это все плохо, это все ужасно. И вот произошла ситуация, когда мы говорили, что они идиоты, что они не умеют править, но они все дальше продолжали управлять страной. Сейчас ситуация дошла до критического состояния в экономике, особенно в экономике Республики Молдова. И в этих условиях группа людей, которые не были задействованы ни в каких политических процессах, не участвовали ни в каких коррупционных скандалах, каких-то коррупционных схемах, приняли на себя ответственность за то, чтобы создать партию, которая сейчас, вот в это вот кризисное время, может сделать, изменить реальную ситуацию в Молдове. И самое главное, изменить ситуацию в экономике. Потому что если мы с вами внимательно проанализируем, что происходит, то мы должны понять, что банковская система полностью под контролем олигархов, там идут рейдерские захваты, и мы не знаем 5 лет уже, кто этот рейдер основной, все догадываются, никто не говорит. Страховые компании занимаются отмывкой денег, за солярку и бензин население платит по 500-600 миллионов леев в год, больше, чем оно того стоит, несмотря на то, что цены на нефть упали на 25%. За медикаменты и продукты мы переплачиваем. В сельском хозяйстве мы имеем антиаграрную политику. Еще 2-3 года, и экономика просто не выдержит. У нас трещит по швам пенсионная система, у нас по швам трещит банковская система. Если не принять сейчас меры для демонополизации, дебюрократизации и реальной борьбы с теневой экономикой, страна не выдержит. Республика Молдова может исчезнуть не по каким-то внешнеполитическим причинам, а по внутренним причинам. Посмотрите, что было в Украине. Там все началось именно с экономической проблемы, что один клан вытаскивал деньги из страны. Вы считаете, что у нас один клан руководит? У нас несколько кланов. Все знают фамилии этих людей. Там был клан Воронина до 2009 года. Потом так называемые демократические, псевдодемократические, псевдоевропейские силы. Это клан Филата, клан Плохотнюка и примкнувший к ним Гимпу. Потому что они втроем это все осуществляли. Хорошо взяли под контроль эту систему, которая была при господине Воронине, приумножили эти схемы. И сейчас эти схемы работают в самых лучших секторах экономики, выкачивают деньги из населения, из экономических агентов. Люди уезжают. Мы придем через 2-3 года к ситуации, что здесь останутся старики, дети и чиновники. Выход какой вы видите из этой ситуации? Демонтаж этой системы, кардинальный демонтаж, реальная борьба с монополиями, навести порядок со всеми монополиями, навести порядок в государственной собственности. У нас 26% находится в государственной собственности. Там государственные предприятия, которые через различные схемы выводят деньги в офшоры. Провести налоговую реформу таким образом, чтобы вывести из тени. У нас еще один бюджет, 25 миллиардов, находится в тени. Мы должны провести эту налоговую реформу и начать реальную борьбу с коррупцией. Реформа правоохранительных органов, реформа юстиции, реформа органов государственной власти и, самое главное, чрезвычайная комиссия по экономическим преступлениям, которые были совершены за предыдущие годы. Не только за 5 лет, но и, как вы сказали, вы правильно, 23 года мы не возьмем, наверное, но хотя бы последние 10 лет. Посадить 2-3 людей, не докторов и учителей, а 2-3 человека на высоком уровне. И тогда ситуация начнет меняться. Спасибо. Юрий Иванович, как вы эту ситуацию оцениваете? Я соглашусь с старшим коллегой господином Слусарь, что ситуация в стране катастрофичная. Я приведу только несколько цифр. По официальным данным, из Республики Молдова выехало около 230 тысяч граждан на постоянное место жительства только за последние 8 месяцев. Я напомню вам одну цифру. Еще 1 сентября было объявлено, что в первый класс пошли 77 тысяч учеников. Это на 25% меньше, чем 10 лет назад. Мы исчезающий народ. Причиной тому
экономический упадок, отсутствие рабочих мест. Почему? Потому что основные сектора экономики контролируются теми, кто захватили ныне власть. Поэтому, что касается внутренней политики, конечно, восстановление независимости суда. Мы самая коррумпированная судебная система в мире. 141 место из 141 государства, которые были оценены международными институциями. Мы также должны провести реформу в прокуратуре. Прокуратура сегодня защищает мафиозные интересы нынешней власти. Мы также должны провести региональную и местную реформу, расширить налоговую базу региональных и местных властей с тем, чтобы они как можно меньше зависели от центральных властей. Иначе наши приматы будут дальше бегать из одной партии в другой, в зависимости от кто у власти. И нужно еще понять, что очень важно на сегодняшний день, чтобы люди, которые виноваты в воровстве государственных денег, в незаконной приватизации, в отмывании международных вливаний, кредитов Республики Молдова, должны понести наказание. Это абсолютно существенно. И еще, что касается внешнего вектора. Сейчас дебаты в основном идут, куда должна двинуться Молдова, в таможенный или в Евросоюз. Что касается отношений с Евросоюзом, к сожалению, нынешнее руководство, во-первых, представители ЛДПМ, поскольку премьер-министр, министр иностранных дел и министр сельского хозяйства от партии Филата не провели нормальных технических переговоров с нашими партнерами из Евросоюза с тем, чтобы обеспечить защиту нашего производителя и внешние рынки сбыта. Мы потеряли рынок России, но не добились рынка Евросоюза и не можем его добиться. Там перенасыщенный рынок. Потому что, я вам скажу только по сельскому хозяйству, страны ЕС только 0,2% сельхозпродукции импортируют. Российская Федерация 40%. Об этом уже не раз говорилось. И поэтому технологии из Запада, а рынок восточный, нравится нам это или нет. Это ничего не имеет с нашими преференциями геополитического, лингвистического или там, культурного характера. Это чистый национальный интерес Республики Молдова. Поэтому задача будущих властей будет восстановить как можно быстрее хорошие политические и экономические связи с Российской Федерацией, не входя в таможенный союз. Это нужно очень важно понять. Наша партия настаивает на проведении политики экономического патриотизма или протекционизма, защиты внутреннего рынка и рычагов стимулирования. Это очень просто. Сегодня у нас руки связаны тем, что мы находимся в Всемирной торговой организации. Это сковывает нас в нашей тарифной политике на таможне. Затем мы подписали договор о свободной торговле с Евросоюзом, мы подписали договор о свободной торговле с Турцией. Но мы не можем конкурировать с этими огромными, гигантскими экономиками, поэтому нам нужна защита внешнего рынка при помощи таможенных инструментов. Нам нужно сделать реиндустриализацию страны как можно больше. Очень коротко в сельском хозяйстве. Мы знаем, что не только ведь рынок потеряли России, но нам не хватает производственных мощностей для переработки сельхозпродукции, нам не хватает холодильников, нам не хватает предприятий, которые занимаются сушилками, скажем так. Много чего не хватает. Очень важно понять, что никаких изменений не произойдет, пока у власти находятся люди, которые сегодня правят страной. Они сдали национальные интересы. Сегодня мы находимся под внешним управлением. Но в то же время я настаиваю на том, что очень неприятно, когда нашу страну рассматривают как придаток к Российской Федерации или к Евросоюзу. Мы можем и должны стать самодостаточной страной с точки зрения экономической, с точки зрения политической. Мы должны добиться экономической независимости и уметь выстраивать дипломатично наши отношения как с Евросоюзом, так и с Российской Федерацией, понимая, что маленькая страна может выжить в этих тяжелых конфликтных отношениях между Западом и Востоком, только если будет иметь мудрую дипломатию. Это очень важно. Это очень и очень важно. И этому у нас есть еще очень большое преимущество. Мы нейтральная страна. Наша Конституция предусматривает нейтральный статус. А это значит, мы действительно не должны участвовать в геополитических передрягах крупных игроков. Вот поэтому Христианская демократическая народная партия участвует в этих выборах с платформой, которая называется «План Рожка». Это стратегическое видение на будущее нашей страны. Поэтому вторые в избирательном бюллетене христианские демократы являются сильной командой профессионалов, честных, способных, хорошо подготовленных, с желанием помочь своей стране выйти из создавшегося тупика. Спасибо. Корнея? Конечно, я принимаю на себя часть из того, что было здесь сказано, очень много критики в адрес правящей власти, но тем не менее мы не должны забывать о тех цифрах, которые говорят о проделанной работе за последние 4 года. Если взять, например, рост экономики, то за 2013 год рост экономики был, по-моему, в районе 9%. Это, считаю, что в нынешних условиях, в условиях всемирного кризиса, это нормальные показатели.
и это в том числе заслуга правящей власти. Много критики, конечно, в этих условиях, в ситуации, когда прошел всемирный кризис в 2008 году, и это отголоски этого кризиса и сегодня еще отражаются на наших реалиях, скажем так. Но тем не менее, если просто взять и по пунктам разобрать все, что правящая власть сделала за последние 4 года, я вас уверяю, что не хватит и 2 передач. Я вам могу назвать только пару цифр. Это, например, я уже сказал, самый большой экономический рост 8,9% за 2013 год. Если говорить о обеспечении инвестиций, то 812 миллионов леев на развитие сел и городов. Это реальные цифры, которые дает нам Министерство финансов и экономики. Если говорить о снижении уровня бедности, то с 3,2% он снизился до 0,6% за последние 4 года. И это не мои выдумки, это тоже официальные цифры, которые никто не может опровергать. Если мы нам говорить, например, о том, что наши дороги сегодня в плохом состоянии, ну да, я со всеми согласен, дороги в плохом состоянии. Но на сегодняшний день отремонтировано 300 километров дорог, ремонтируются, из которых 130 уже сданы в эксплуатацию. То есть за 4 года сложно все успеть и все Ну, сделать? понимаете, правящая власть унаследовала очень большую цепочку проблем, которая пришла за коммунистами. И в социальной сфере, и в реальном секторе было очень много проблем, которые сегодня только начинают выравниваться, эти все проблемы. И я считаю, что 4 года недостаточно для того, чтобы в полной мере реализовать все свои планы и проекты, тем более, когда речь идет об альянсе. Есть сектора, за которые отвечают определенные партии, и нести в целом ответственность за то, что сделано в республике, конечно, никто на себя взять такую ответственность не может. Если говорить об олигархах, ну, я считаю так, что в любом случае в нашей стране есть судебная власть. Пускай привлекут хотя бы одного олигарха, я тоже не против того, чтобы люди, которые воруют, должны нести ответственность перед законом. Но почему-то за 4 года никого не посадили. Получается, что или сажать никого, или на самом деле все у нас так правильно. Поэтому я считаю, что если рассматривать все вот эти цифры, то есть о чем поговорить. Если говорить конкретно о Гагаузии и о том, какие проекты реализовались здесь при помощи Демпартии, то, учитывая тот факт, что мэр Камрата демократ, 56 проектов внедрены и реализованы в Гагаузии. 56 проектов – это не маленькие деньги. Бизнес-инкубатор в Чадыргунге – 7 миллионов лей. Село Кирсово, Дом культуры, проблемы с крышей, отремонтированы. То есть, если говорить о селах Буджак, Баурчи, Бежгёз, там тоже внедрены проекты по энергоэффективности. Это реальные вещи, которые были сделаны, и критиковать можно сколько угодно, но вещи, которые сделаны, остаются сделанными вещами. Если говорить о освещении, Бежгёз, Чадырунга, Кангас, то есть можно говорить, я вам еще раз говорю, приводить множество примеров. По всей Гагаузии вы сейчас Мы сейчас говорим о Гагаузии конкретно, и о проектах, которые были сделаны при поддержке Демпартии. Если говорить конкретно о Камрате, о Гагаузии, то с тех пор, как Дудогу, наш региональный лидер, начал дружить с Демпартией, у нас было на стадии внедрения около 100 миллионов лей, то есть проекты, которые завершены и которые находятся на стадии внедрения. И это реальные вещи, это то, что нужно Гагаузии. Гагаузия вообще маленький народ, и мы не можем себе позволить такой роскоши участвовать в каких-то геополитических передрягах, там, решать, куда пойдет страна и за кем она должна пойти. Мы должны найти покой в нашем маленьком регионе, установить правильную власть, дружить с центром, там, где сконцентрированы все, скажем так, ресурсы административные и финансовые. И только тогда Гагаузия заживет и зацветет. А как ваше отношение вступления Молдовы в Евросоюз или формальный союз? Ну, я уже сказал, если говорить лично о моем мнении, я считаю, что Молдавия должна выбрать себе нейтральную позицию и пытаться договориться со всеми соседями. Потому что если говорить, допустим, о сельском хозяйстве, я, например, не вижу ничего плохого в том, что мы имеем договор со странами СНГ. Уже много-много лет мы поставляем туда свою продукцию на преференцированных, скажем так, условиях. Если бы весь этот процесс евроассоциации, подписания ассоциации не был бы окутан вот этой вот политической подоплекой, я считаю, что и в этой ситуации тоже очень много привилегий. Никогда никого не спрашивали, подписывать странами СНГ, не подписывать, просто садились профессионалы, просчитывали все, выносили решения, и страна идет по этому пути. Ничего плохого не вижу в том, что наши фермеры сегодня продают виноград и в Болгарию, и в другие страны Востока, скажем так. Спасибо. Спасибо. Время первого раунда у нас вышло. Во втором раунде я предлагаю вам дебатировать уже друг с другом. Каждый из вас имеет право задать по одному вопросу оппонентам.
По старшинству? С меня? Да. У меня вопрос к представителю Демократической партии. Вы говорили, что за 4 года никого не посадили. Ну, тут, конечно, надо сказать, чтобы посадить, надо было этих олигархов убрать от власти, потому что как можно посадить кого-то, если судебная система контролируется олигархами, поэтому никого и не посадили. Но я вам задам очень конкретный вопрос. По поводу того, вы говорите, у нас есть судебная система, наверное, скажете, что и правоохранительные органы есть. В прошлом году вся страна была свидетелем нескольких вещей. Как раз, когда у нас разразился политический кризис, мы слышали переговоры премьер-министра по телефону, который тогда Филат, который рассказывал, кого надо прессовать, кому надо дать расслабление. Потом мы услышали про отличную машину бывшего начальника налоговой. Против него возбудили уголовное дело. Потом мы увидели уголовное дело против бывшего министра здравоохранения. Это даже вопрос два. или что? Вопрос, да. Извините, я перечислил. Потом мы видели уголовное дело против бывшего министра финансов. Прошло 1,5 года. Ни одно из этих дел даже не передано в суд. Как вы оцениваете нашу юстицию, нашу судебную систему в контексте того, что вы сказали, что она у нас есть, оказывается? Ну, знаете, если говорить о всех персонажах, которые вы перечислили, то не могу за них нести ответственность по простой причине. Они не являются моими политическими коллегами, скажем, не состоят в партии, в которой состою я. Это первое. А второе, что я вам хочу сказать, ну, вешать ярлыки, это проще всего. Это как в анекдоте, иди на базар и расскажи, что... Уголовные дела начались. Нам показывали, пленки были, все, переговоры были. Что значит вешать ярлыки? Я вам могу еще раз сказать, что отвечать за переговоры Филата, с кем он говорил, и что он кому там обещал, и я на себя такую ответственность сегодня не беру. Но я вам еще раз говорю, очень легко вешать ярлыки людям на шею. Вы считаете нормальным, что за 1,5 года ни одного дела не доведено до суда? Значит, я конкретно не слежу за тем, кто сколько лет получил и кого когда посадили. Но я вам еще раз говорю, если говорить об олигархах, которые вы кричите о всей этой коррупции, то на наших лидеров партии тоже очень много говорили, кричали, и Интерпол, но почему-то даже международные структуры не предоставили своих доказательств для того, чтобы реально подтвердить это фактом. Поэтому кричать и говорить об этом я согласен с вами, но если говорить конкретно по тем фамилиям, о которых вы говорите, то я и моя партия к этому не имеет никакого отношения. Спасибо. Ответ устраивает вас? Нет, конечно, ну а что я могу сделать? Ваш вопрос ко второму оппоненту. Имеете вопрос? Да, я, в общем-то, во многом согласен с выводами господина Рожки. У меня вопрос только по поводу ВТО. Мы действительно туда очень неудачно вступили, но вот ваша идея о национальном патриотизме, экономическом патриотизме, она хорошо звучит, но при выходе из ВТО, во-первых, нам надо много лет для того, чтобы выйти из ВТО. Во-вторых, если мы начнем ставить пошлины на товары, импортируемые к нам, высокие, то одновременно все страны, наши партнеры будут ставить такие же, да, вопрос, да. Покороче только. Ну, нельзя покороче, будут ставить такие же пошлины и к нам. Как вы считаете, может быть, лучше мы найдем другие способы для поддержки нашей национальной экономики? Субсидии, налоговые льготы? Я согласен, что субсидии налоговые льготы очень важные, но без таможенных заборов нам очень трудно будет выбраться из этой ситуации. Тем более, что вы прекрасно знаете, до недавнего времени, до подписания договора об ассоциации свободной торговли с ЕС, у нас были асимметричные торговые отношения с Европейским Союзом. Я считаю, что это нормально. У нас были льготные возможности экспортировать хотя бы теоретически, в то время как западные товары входили в нормальном таможенном режиме. Поэтому пересмотр определенной договоренности в ВТО, я думаю, что возможно и необходим. Это абсолютно очевидно, что слабая экономика не может подняться и не может прекратить безработицу и эмиграцию наших граждан за рубеж, если не будет проводить политику протекционизма. Нет времени, чтобы я вам приводил много примеров, скажу только о том, что вот эта вот книжка является моей академической лекцией, которую я представил в Академии наук. Она называется «Республика Молдова. От политической до экономической независимости». Я показал все важные международные примеры, которые шли именно по пути экономического патриотизма. Это очень важно. Литвины нам тоже поставят пошлины. Тогда подождите, у нас рынок маленький. Нет. Мы не говорим о ВТО как абстрактной структуре. Я могу вам 3-4 рассказать только, что такое ВТО и кто там рулит балом вообще. У нас должны быть партнерские стратегические отношения с Российской Федерацией, с Белоруссией, с Казахстаном и со странами ЕС. Причем тут ВТО. Мы можем на двухсторонних началах договариваться. Никаких проблем. И всякие попытки представить ВТО как какую-то абсолютно обязательную организацию, куда мы должны влазить, я не знаю почему. Наверное, только Дима Брагич читал тех, кто он подписывал этот документ, а тогдашний депутат просто проголосовали. Это очень существенно понять.
И что касается, если можно очень коротко, Да. вот наш коллега с Демпартии говорил о очень интересных цифрах. Это речь идет о росте ВВП. 8-9%. Но это макроэкономические цифры. Если один миллиардер, а другой нищий, среднестатистически это называется 7-8%. Благосостояние и развитие общества определяется уровнем жизни каждого гражданина. Когда у пенсионеров меньше пенсия, чем прожиточный минимум, когда мы не можем платить, государственные служащие, за свои коммунальные услуги, о каких социальных и экономических рывках мы можем говорить? Это только абстракции. Спасибо. Устраивает вас ответ? Ну, больше, чем предыдущий. по крайней мере. Ваш вопрос оппонента, пожалуйста. Ваш Можно я вопрос, задам да? вопрос? Господин Дудник, опять-таки, мы в неловкое положение, потому что вы, региональный лидер, мы очень уважительно к вам относимся, а претензии у нас, в общем-то, к некоторым руководителям, скажем так, центральных структур партий, власти. Не считаете ли вы, что господин Владимир Плохотнюк, который вторым идет по списку, в общем-то, утопит ваши избирательные шансы, потому что вся страна знает, что это самый опасный олигарх, у которого огромное финансовое состояние, нечестно заработанное, у которого 4 телевидения, контроль над судебной властью, прокуратурой, Конституционным судом, да и он вообще подкупил у вас половину народного собрания. Так что не считаете ли вы, что Плохотнюк со всеми своими деньгами просто утопит вашу партию, потому что настолько негативный рейтинг у этого человека, что все ваши усилия, мне кажется, даже не помогут вам войти в парламент? Ну, знаете, рейтинг, о котором вы говорите, это ваше, наверное, субъективное мнение. У меня по поводу этой персоны, скажем так, совсем другие взгляды. И я вам еще раз хочу вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Если вы говорите, что у этого человека так много проблем вокруг него, ну предоставьте хотя бы одно доказательство. Он олигарх, он коррупционер, он не знаю кто. Но все-таки есть хоть один человек в этой стране, который может вытащить бумагу, подписанную, юридически обоснованную, и положить на стол и показать эту бумагу всей стране. Я вам еще раз говорю, кричать и говорить о том, что Плохотнюк вор или еще кто-то, проще всего. Дайте мне одно доказательство. Было много разговоров о том, что есть проблемы с Интерполом. Но все-таки это не подконтрольные, как вы считаете, структуры местным властям. Дайте мне одну бумагу, которая будет удостоверять то, что Плохотнюк такой, как вы говорите. Смотрите, я буду вас перебивать, причем части этого бизнеса, который делает Плохотнюк, основывается, основная часть, на финансовых схемах. Он прячется за офшорами. 4 телевидения, все прячутся за офшорами. Его банковские акции прячутся за офшорами. Как его поймать, если он прячется за офшорными фирмами? Ну, вот я вам еще понимаете, для этого нужно прийти к власти, освободить прокуратуру из-под контроля Плохотнюка, освободить Центр по борьбе с коррупцией. Да, господин Рошка, я хочу вам напомнить, что вы тоже были частью власти, при которой рулили, как вы говорите, олигархи. Покажите мне, пожалуйста, хотя бы Воронин сегодня ничего общего не имеет. Воронин сегодня ничего общего не имеет с коммунистом, он капиталист чистой воды. И вы при этой власти тоже нормально себя чувствовали. Вы, по-моему, вице-спикером парламента. Почему вы тогда говорили? Ваш председатель партии был председателем парламента. В том числе. Но его сейчас нету. Когда будете с ним на дебатах, может его... Время второму оппоненту, пожалуйста. Ваши вопросы. Господин Слушай, мне очень импонирует платформа вашей партии. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что при подписании договора об ассоциации и свободной торговли наши власти не очень хорошо провели диалог с Российской Федерацией с тем, чтобы не потерять рынок сбыта нашей сельхозпродукции? Я думаю, что, безусловно, определенные недостатки были в этих переговорах. Возможно, надо было четче разъяснять нашу позицию, меньше заниматься формальными вопросами. Мы слишком часто прибегаем к таким вот уколам недостойным, начинаем закрывать каналы, начинаем проводить откровенную русофобскую политику, вместо того, чтобы дискутировать по экономическим вопросам. Но я бы отметил другой вопрос. Я считаю, что наши власти абсолютно не продумали вот эту реакцию, которая была со стороны Российской Федерации в аграрном секторе. Понимая, что так или иначе эта реакция будет. Даже, может быть, если бы лучше мы бы объясняли, все равно Россия могла так прореагировать. Мало того, что раздражали излишне Россию, но к тому же еще и сельское хозяйство, понимая, что закроется рынок для яблок, для слив на 90%, которые экспортируются туда, не предусмотрели форму поддержки, не предусмотрели специальные фонды из европейских фондов, из источников Национального банка. И таким образом сейчас, в принципе, садоводы, да и не только садоводы, и виноделы, и свекловоды, брошены один на один
при условии, что этот рынок резко закрылся, а новый открывается очень тяжело. Я не на словах знаю, сколько мы экспортируем сейчас яблок или слив. И вот в этой ситуации проявилось вот это вот пренебрежение нынешней власти к сельскому хозяйству. Вот делайте, что хотите, выкручивайтесь, как хотите, мы вас поддерживать не будем. Мы сейчас угробим кучу отраслей таким образом. И дальше я не знаю, если сельское хозяйство выживет. Мы переориентируемся когда-то, но до этого доживут не все. То, что сейчас происходит на севере, это трагедия. Спасибо. Ответ вас устраивает? Да, Потому спасибо. Что у вас мало времени остается для третьего раунда. Я слежу еще за У временем. меня мало времени. Ну, вы свое время используете. Корнел, ваши вопросы оппонента? Ну, у меня вопрос к господину Рожке. Я как бы являюсь представителем региона, скажем так, и я сильно болею за регион, в котором я родился, за Гагаузию. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какой-то план развития именно Гагаузии? Как вы себе видите вообще особо правовой статус Гагаузии? И как вы представляете себе, если вы, как говорите, придете к власти, какую поддержку вы собираетесь оказывать Гагаузии? Ну, во-первых, нужно сказать, что очень здорово, что Гагаузия обрела специальный статус в 1994 году. Все разногласия, которые происходят между Гагаузией и центральной властью, основываются на недопонимании того, что нужна фискальная или налоговая децентрализация. То есть это очень важно понять, что регион может быть развит, потому что это довольно маленький с точки зрения территориальной и населения регион может сделать экономический рывок только в той мере, в которой власти поймут, что особый статус означает особый налоговый статус. Это очень важно. Это раз. Во-вторых, я очень не приемлю, когда центральные власти неуважительно высказываются по поводу региональных лидеров Гагаузии. Для нас существенно важно, чтобы центральные власти и центральные политические силы не вмешивались в политические процессы Гагаузии. Если Это можно очень важно. подробнее о плане, есть ли у вас какой-то конкретный план поддержки Гагаузии? Я вам дам прочитать план Рожка, там все записано. Да. Ну, в двух словах, если у вас там говорится о Гагаузии. Да, во-первых, Гагаузия неотъемлемая часть Республики Молдова. И когда мы говорим о экономической реформе и о фискальной реформе, это касается всего экономического пространства Республики Молдова. С упором на то, что децентрализация и регионализация власти должна касаться в первую очередь Гагаузии. Но с местными властями в других регионах не лучше, даже хуже. У них гораздо сильнее ощущается давление центральной власти и манипуляция центральными фондами для того, чтобы контролировать местную власть. В то время, когда вот Филатов постоянно кокетничает с господином Формузалом, Плохотнюк, Кокетничает Доглов, они вам помогают не то, что они вас любят. Они вам дают проект для того, чтобы вы их поддержали на выборах. Все. А если бы у вас была свободная, нормальная, сильная финансовая составляющая, вам не нужно было бы эти подачки. Это очень важно понять. Потому что сейчас Демпартия является здесь в регионе сателлитом Плохотнюка, а ЛДПМ сателлитом Филатова. Это тоже нужно прямо сказать. Все, спасибо. Ответ вас устраивает? Реплики есть? Есть реплика. Я не считаю, что те проекты, которые реализовались, и те миллионы леев, которые осели сегодня в Гагаузии при помощи Демпартии, я не считаю, что это, скажем так, подачки. Демпартия сегодня приглашает представителей Гагаузии прийти во власть и участвовать в управлении страной. И я считаю, что это то, что нужно Гагаузии сегодня. Это Спасибо. И ваш второй вопрос второму оппоненту. Да, и примерно из той же оперы, как говорится, господин Слусер. Сколько представителей Гагаузии есть в ваших списках кандидатов в парламент? У нас есть два представителя И Гагаузии. на каком они месте есть? Я не могу сказать сейчас точно, на каком они месте. У нас, к сожалению, не очень развита структура в Гагаузии, я это признаю. Но, тем не менее, у нас, так как у нас промолдавская партия, мы абсолютно положительно относимся к гагаузской автономии. Тем более, что я по своему роду деятельности в сельском хозяйстве имею здесь еще и представительство нашей ассоциации. У нас нет никаких противоречий по вопросам развития сельского хозяйства. И еще раз повторяю, учитывая, что мы промолдавская партия, категорически отвергаем любые попытки унионизма, я думаю, что мы соратники с Гагаузией, потому что я думаю, что гагаузская автономия последняя структура, которая хочет унионизма. А угрозы унионизма, они очень серьезны у нас в республике, потому что когда рухнет экономическая сфера, а она рухнет через 2-3 года при этом олигархическом режиме, здесь будет хаос, как было в 2018 году. В 2018 году Басарабия не от большой любви присоединилась к Румынии, потому что здесь был хаос и вошли румынские войска. Других войск здесь поблизости не будет. Почему я и говорю, что первый путь к унионизму – это разрушение нашей экономики, а разрушает ее этот олигархический режим.
Вас устраивает ответ? Есть реплика? Реплик нет. Всё, спасибо. Тогда мы переходим к третьему раунду. И сейчас я предлагаю посмотреть видеоопрос. А вы нам время зачитайте, Время вот, чтобы мы дальше правильно. Это на всех 5 минут. Нет, не на всех. Тут время каждый имеет. Вот это ваше время, 6:54. Так. У вас осталось. Можно показать еще? 5:46 это ваше время. И еще одно время покажите нам, пожалуйста. 5:04. А вы говорили, у меня меньше. Так, ну Заблуждение что ж, меня специально вводит. сейчас я предлагаю посмотреть видеоопрос, а после вы просто прокомментируете мнение наших граждан. Опрос, пожалуйста. Очень мало пенсии у нас, очень мало. И на такие деньги как жить не знаем. Очень трудно. Ну, все хотим, чтобы лучше было. Ну, я думаю, что условия нашей жизни таковы, что у нас есть к чему стремиться, это во-первых. Я думаю, что много еще должно быть сделано. И мы, мне кажется, живем еще не совсем не на таком уровне, когда все люди довольны. Все-таки есть слои населения, которые еще могут не дотягивать даже до среднего уровня. А это, мне кажется, пока еще плохо. Нужно, чтобы хотя бы у людей был средний уровень жизни, чтобы могли получать и те зарплаты средние, которые вообще указаны. Я сама уже, инвалид, получаю там 900 лей, сколько пенсия. Ну, спасибо и за это, потому что есть некоторые, которые и это не получают. Тяжело платить за коммунальные услуги, потому что очень завышены цены. Из-за этого, конечно, люди тоже уезжают. Вот. Поэтому желаем, конечно, чтобы было хорошо. И если наше руководство, как и в правительстве, как и в Республике Молдова, на местных уровнях, разрешало вот именно эти проблемы, для того, чтобы помочь людям, представлять какие-то рабочие места и издавать более такие щадящие законопроекты, чтобы люди могли спокойно работать и зарабатывать деньги для своей семьи и для всех своих нужд. Какой вопрос хотели бы задать политике? Почему, когда они видят доллары и евро, они теряют совесть? Побольше, наверное, с народом советовались и все-таки прислушивались к мнению большинства. Те же самые референдумы проводили. Какой-нибудь глобальный вопрос хотят решить. Проведите референдум, люди высказаться и, исходя из этого процента, делайте свое дальнейшее решение, принимайте его. Чтобы обратно вернулась та жизнь, которая была при Советском Союзе еще. Вот это было бы хорошо. До сих пор они показали, что проблемы каждого человека, а проблемы всех слоев населения их мало интересует. И поэтому мы идем все дальше и дальше на дно. И все, кризис со всех сторон все больше охватывает наше общество. Ну что ж, таковы мнения наших граждан. Кто будет комментировать? Ну, если можно, я прокомментирую первое, то, что тут было сказано. Конечно, все, о чем говорят люди в этих репортажах, в большей степени соответствует действительности. Но давайте не будем забывать, что Молдавия вот уже 23 года все-таки еще, скажем так, ну, в целом слабо развивающая страна. За все эти 23 года, несмотря на то, что сменился уже не один режим, и всю эту ответственность нужно вешать на все власти, которые 23 года правили нашей страной. Я согласен с тем, что очень много проблем, и поднять средний уровень жизни за 23 года последние, не еще на достойный уровень европейский, скажем так, еще никакой власти не удавалось. Но все-таки я хочу обратить внимание опять на некоторые цифры. Много говорилось о пенсии, так вот я хочу сказать, что повышение средней пенсии в стране с 665 лей в 2008 году, когда у власти были, сами знаете кто, да, сейчас она составляет 1117 лей. Не самая достойная пенсия, но все-таки есть рост. Если говорить о повышении зарплат, то есть на 50% выросла минимальная заработная плата в реальном секторе. Это тоже цифры, которые сегодня мы имеем. Если говорить о социально нуждающихся семьях, 580 семей получили социальное жилье в 15 населенных пунктах нашей республики. Это вещи, которые имеют место сегодня, понимаете?
Еще 2500 семей ведется строительство жилых домов по республике. Если говорить о там, заработной плате, допустим, на 55% выросла заработная плата учителей в школах и в лицеях. Это тоже вещи, которые имели место. Я еще раз возвращаюсь к тому, что действительно этого недостаточно для того, чтобы люди жили и обеспечили свой прожиточный минимум. Но все-таки какая работа в этом ведется? Я еще раз говорю, вешать ответственность только на власти, которые последние 4 года мы не имеем права. 23 года наша страна медленно выбирается из этого кризиса. Так я вам. Спасибо. Юрий Иванович. Суть вопросов телезрителей сводилась к социальным проблемам и к экономике. Напоминаю, что министром госпожа Валентина Бурика, которая занимается пенсионным фондом и всеми остальными социальными гарантиями, является представителем Демпартии. А Министерство экономики руководил то Валерий Лазар, то Адриан Кабан, который тоже является представителем Демпартии. Именно поэтому я привел эти цифры. Эти цифры абстракции. Я, как и вы, ходим каждый день по регионам, не только на выборах. Когда мне бабушка показывает свою карточку пенсионную 408 рублей, сегодня. Моя мама покойная всю жизнь работала учительницей и получала менее 1000 леев. И когда мы имеем госпредприятия, которые контролируются или назначаются начальниками Министерством экономики и получают зарплаты от 50 до 120 тысяч рублей в месяц, о чем мы говорим, о какой социальной справедливости? Когда у нас министры имеют протокольные фонды, они могут покупать друг друга костюмы, коньяки за $1000 и так далее. Когда у каждого из начальников есть служебные машины и полное обеспечение. Где у нас социальная солидарность с теми, с которыми мы правим? Мы говорим о школах. Сколько школ закрылось в эти 5 лет? Разве это нормально? Скоро по дорогам Республики Молдова, которые сейчас строятся, некому будет ходить. Это тоже нужно говорить. В регионе Гагаузия молодежь уезжает в Россию и в Турцию. Мы это прекрасно знаем. По всей Молдове люди выезжают. Это национальная трагедия. Мы просто исчезающий народ, если мы не поймем, что нужен скачок очень серьезный. Для этого нужна не только компетентная, но и совестливая власть. Это очень важно понять. Ну, на следующий раз я бы вам посоветовал, господин Рожко, запастись теми цифрами, за которые вы несли ответственность, находясь в власти. Подождите, у меня было 9 мандатов в парламенте. Вы, пожалуйста, не защищайтесь, потому что все равно проиграете выборы. Это понятно. Не спасет вас ни Плохотнюк, ни... У нас в Гагаузии в регионе уже был один деятель, который говорил, что Демпартия получит уши от мертвого осла, а партия регионов получит 25%. Так вот, этот деятель сегодня уже сошел с дистанции. Смотрите, если вы чувствуете себя комфортно рядом с бандитами, это ваше право. Ну, я вам еще раз Я очень надеюсь, что власть сменится, и тогда вы будете краснеть в экране, когда мы будем сажать Плохотнюка, Филата, всем остальным. Вот мне лично точно не придется, я беру ответственность. Вам не стыдно, что вы представляете партию, которая имеет самых крупных бандитов Республики Господин Молдова? Рожко, вот я точно краснеть не буду за все проекты, за те инвестиции, за то, что гагаузы будут представлены во власти. Вот я за это у себя дома краснеть не буду. И вам все равно, какая власть, сколько она ворует у народа, правда? Вот ворует она, не ворует, пускай в этом разбираются соответствующие органы. А для этого нужно восстановить независимость судов. Я в регионе беру ответственность на себя и беру обязательства на себя. Тогда нужно выступать в роли адвоката ваших потерянных руководств из Кишинева. Говорите про себя, про регион. Время идет. Спасибо. Да, у вас время идет. Ваши комментарии, пожалуйста. Ну, начнем с пенсии. Мы сейчас вот тут говорили про цифры, про повышение пенсий. Проблема ведь даже не в том, что мы вот выбираемся сейчас потихоньку, медленно. Мы катимся по наклонной, и цифры, они... Когда было лучше, скажите? Не было лучше, я не могу сказать, что было лучше при коммунистах, но тогда был один клан. И у людей было ощущение, что надо платить одному. Сейчас 3 клана, и нужно платить 3. Очень хорошо, очень успокаивает, да? Один стал. Ну так я говорю, что раньше... Что значит платить? Платить, как что? Таможенники должны собирать деньги для партии, чтобы были на выборы. Госпредприятия для партии, полицейские для партии должны собирать деньги. Какие госпредприятия собирают деньги на выборы? Ну-ка расскажи. Один пример приведите мне. Да, я вам могу привести пример Металлферроса или Молтелекома. Давайте мы не будем сейчас тратить мое время. Я вам потом расскажу после эфира, если вам это очень интересно. Я вам скажу цифру простую. У нас, в принципе, пенсионный фонд и фонд медицинского страхования банкроты. Потому что каждый год из государственного бюджета выделяется 6 миллиардов леев наших налогов, помимо отчислений в социальный фонд, который мы платим, для того, чтобы поддерживать эти 2 фонда. Без них даже эти пенсии минимальные платить было бы невозможно. Вот это вот последнее повышение пенсии, я ответственно говорю, оно сделано сейчас за счет 1 миллиарда леев, которое было получено от лицензии 4G, которая заплатил Orange. И на следующий год, я не знаю,
как эта ситуация дальше будет поддерживаться. Это то, что касается пенсионной системы. У нас на одного пенсионера приходится 1,3 работника. Когда минимум, критический минимум 1 к 2, оптимально 1 к 3. Бизнес уходит в тень, люди уезжают. Мы скоро сравняемся 1 к 1 и просто нечем будет платить пенсии. И бюджет государственный не выдержит этой нагрузки. Вот поэтому мы тут говорили про цифры, но это действительно абстрактные цифры. Люди этого не чувствуют, потому что они видят, что эти пенсии, эти повышения, индексация пенсий, съедается тут же инфляцией, съедается тут же тарифами, которые опять же закладываются у нас. Подняли на 15, на 30 лет пенсию, а цена на бензин, на солярку. Господин Слусарь, давайте, цены на бензин и на солярку, мы на 600 миллионов леев платим ежегодно из наших карманов. Вся экономика, заложник 3-4 фирм, монополистов, нефтеоператоров. И вот эти деньги, они идут в карманы туда, а потом дальше делятся. Понятно с кем. Решение какое? Как вы видите? Как выйти из этого? Демонтаж этой системы. Я еще раз говорю. Кардинальная реформа по демонополизации. Совет по конкуренции, который тоже принадлежит определенной партии, ничего не делает. Он должен совместно с ЧНА, Центром национальной антикоррупции и с налоговой, разбить эти все схемы монополистов, разобраться с госпредприятиями. Вопрос теневой экономикой. У нас 26% государственная собственность еще. И эти госпредприятия это очень лакомые кусочки, и сейчас они работают на офшорах, по большому счету. Реальная фискальная реформа и пенсионная реформа, которая позволит вытащить еще один бюджет из тени, повысить зарплаты буквально и пенсии за год-полтора, и этот прессинг, который сейчас идет на легальный бизнес, распределить равномерно на остальные, на нелегальный бизнес. Реальная борьба с коррупцией, о чем я говорил, реформа юстиции, реформа правоохранительных органов. И самое главное, мы должны по-другому смотреть на сельское хозяйство. То, что было за эти 5 лет, это антиаграрная политика. Сельское хозяйство у нас, как было в 2009 году, вы хотите цифры? В 2009 году фонд субсидий, когда полгода были одни, полгода были другие, был 560 миллионов. 5 лет прошло, те же 560 миллионов. При этом другие приоритеты, дорожный фонд вырос в 6 раз. Я согласен, господин Рожник, кто будет ходить по дорогам? Старики, дети, кто? Чиновники будут бегать по этим дорогам. А сельское хозяйство, особенно сейчас, когда мы самым уязвимым сектором является наше молдавское сельское хозяйство, на него никто не обращает внимания. И то же самое происходит в селах, к сожалению. Вот какая у нас сейчас ситуация. Спасибо. Если говорить о субсидировании, то я могу привести всего лишь один пример, чтобы не распыляться и не тратить свое время. Есть такой аграрник у нас в Гагаузии регионе, господин Мораль. 12 миллионов леев человек получил в виде субсидий. Привез 500 племенных коров, которые сегодня производят молоко здесь у нас в Гагаузии. И это все при поддержке нынешней власти. И я вам еще раз говорю, не надо так много критиковать, потому что если мы заедем в Германию, в Америку, везде найдутся партии и люди заинтересованы. Какие у нас субсидии на 1 гектар сейчас? Значит, я вам могу сказать... Какие в Европе? Значит, я вам могу сказать еще кое-что. Вот вы говорите, я бы вам посоветовал опубликовать ваш план экономического развития, расписанный по пунктам, чтобы каждый человек в регионе и в стране мог его увидеть. Мы, допустим, этот план разработали, и он опубликован. Каждый может посмотреть, и партия возьмет ответственность за каждый пункт. А то, что вы нам предлагаете, это всего лишь голые лозунги. Не, ну вы уже за 5 лет брали То, что вы нам сегодня предлагаете, я называю это всего лишь голыми лозунгами, поэтому никакой конкретики ни для региона нашего, в котором мы проживаем, ни для всей страны я, например, не вижу в ваших разговорах. У вас еще есть время, вы можете еще рассказать, что в ваших программах предусмотрено для Гагаузии. Знаете, я хочу акцентировать внимание на одной простой вещи. Сегодня для Гагаузии не надо много. В Гагаузии должна быть власть, которая, здесь местная региональная власть, которая наладит нормальный конструктивный диалог с центральными властями. Гагаузы должны быть представлены в органах власти. Гагаузы должны сидеть в парламенте, гагаузы должны быть в дипломатических структурах. И это то, что предлагает сегодня демократическая партия. Я с уважением отношусь к этим господам, но после выборов от их партий в нашем регионе не останется и следа. Они приехали сегодня и в следующий раз приедут еще через 4 года. А Демпартия сегодня представила 3 гагаузов в проходных списках в парламент.
мы, эти 3 человека, которые живут здесь в регионе, берем на себя ответственность и обязательства. Мы через 4 года, я лично приду и дам отчет о проделанной работе. И я лично приду и расскажу, какие проекты я пролоббировал в парламенте для своего региона, для всей страны. Вот то, что предлагает Демпартия. Вице-министр информационных технологий сегодня тоже представитель Демпартии. Гагаузам нужны ресурсы, административные и финансовые. Это то, что предлагает и реально реализовывает сегодня Демократическая партия. А то, что говорят мои коллеги сегодня, ну это всего лишь лозунги такие, знаете, можно голосовать за партию космонавтов, но это не значит, что мы полетим в космос. Спасибо. У вас тоже есть еще минуты, можете, если есть реплика. Да, я хотел просто воспользоваться советом нашего коллеги из Демпартии, порекомендовать нашим телезрителям найти план Рожка и все наши предложения по управлению страной на сайте www.yuriyroshka.md или на Фейсбуке набираем план Рожка, и там конкретно, детально представлена экономическая, социальная платформа, внешние связи, юридическая реформа, реформа местной и региональной власти. Все очень детально там описано. Поэтому, поскольку у нас нет огромных финансовых средств, как у наших конкурентов, которые находятся у власти, мы просто предлагаем вам внимательно почитать, вдуматься. И если вам стало хуже жить в последние 5 лет, не упаси Господь голосовать за кого-то из партии нынешней власти. У вас еще есть время, вы пару ваших тезисов можете сказать. Да, я хотел бы также более конкретно сказать о том, как мы видим реформу банковской системы. Господин Слусер сказал уже, я хочу просто продолжить его мысли о том, что запрет офшорных фирм в Республике Молдова, в первую очередь в банковской системе, сразу же поможет нам бороться с монополиями финансовой системы. Это очень существенно. Картельные сговоры убивают всякую возможность кредитовать нормально нашу экономику. И еще, создание государственного банка. Это очень важно. Льготные кредиты для наших мелких и средних предпринимателей. Государство должно объявить об открытом альянсе с мелким и средним бизнесом против крупного черного капитала. Льготные кредиты откуда брать? Брать из Государственного банка. Когда в 1998 году, по моему предложению, мы вернули пакетный контроль акций Банка для экономии, это была наша задумка. К сожалению, этот банк разворовали, сейчас уже приватизировали нынешние представители некоторых партий, которые находятся у власти. Это очень существенно понять, что... Я вам приведу один пример. Смотрите, мы живем на деньгах, которые присылают наши родственники из-за рубежа, Россия, Евросоюз и так далее. Это определяется примерно 3 миллиардами в год. Если только сделать маленькую реформу и обмен валют сделать государственным, это означает минимум 70 миллионов евро только из обмена валют. Сегодня обмен валют обогащается несколько группировок. Все. Это абсолютно однозначно. Затем, вы посмотрите, что превратилась наша страна. В каждом населенном пункте почти, в каждом районном центре у нас полно казино, игорных аппаратов и так далее. Это большие структуры по отмыванию денег. Где взял деньги? Выиграл? Все, спасибо. Ваше время вышло. Ваша реплика, пожалуйста, если есть. А сколько времени? Вы имеете еще пару секунд. Для реплики пока что. Я только хочу сказать, что особенностью нашей программы, кто хочет почитать, это другой подход к сельскому хозяйству. Совершенно другой. Миллиардные субсидии, государственная политика интервенций, развитие все. Очень просто. У нас есть поддержка европейских фондов частично. Частично мы перераспределим доходы от акцизов. Сейчас 80% акцизов идет в дорожный фонд, а ведь 200 тысяч тонн солярки только для аграрных целей. Это уже 400 миллионов леев. Будет совершенно другая аграрная политика. Нам нужно за 2-3 года сделать рывок и догнать все наше отставание от Европы. Спасибо. Еще имели 16 секунд, но оставляем для обращений и ваша реплика. Да, у вас тоже пару секунд там было. Да, в общем контексте вот господин Рожка пророчит нам провал на этих выборах. Так вот, я хочу сказать, что я вас уверяю, что Гагаузия даст за Демократическую партию не меньше 30%. Я как ответственный штаба по Волконевскому району, я сегодня уже вижу, как там проходит работа. И господин Рожка, я вас уверяю, что совсем скоро мы с вами встретимся, я вам докажу то, что Демпартия это самая сильная команда здесь в регионе, самая мощная и самая, скажем так, динамичная команда, которая набирает обороты. Поэтому 30% это минимальный результат, который... И финансовых проблем вы не ощущаете, как я или господин Слусер? Ощущаем еще как. Еще как ощущаем. За экономику у вас нет тревоги. Ощущаем еще как. Я вас уверяю в том, что ни одного лея, ни господин Плохотнюк, которого вы обвиняете сегодня, ни одного лея наша региональная организация на то, чтобы проводить выборы, не получила и не получит. Ни одного лея. Мы проводим кампанию, исходя из нашей социальной доктрины, исходя из наших
местных, скажем так, побуждений. Поэтому я вам обещаю 30% результатов в ВУЗе. Я надеюсь, что только в ВУЗе, других регионов у вас не будет ни процента. Вы знаете, я отвечаю сегодня за наш регион, а время будет, поговорим еще об этом. Совсем скоро. Еще 22 секунды, еще можете продолжить. Да, ну и также хочу напомнить этим своим коллегам, что ответственность за все происходящее в нашей стране также лежит на них. Они также присутствовали при власти. Господин Рожко был, если я не ошибаюсь, вице-спикером. О чем вы поете? Председатель вашей партии, господин Марьян Лупу, был при коммунистах большим начальником. Я не говорю, что эта ответственность на нас ходит, но я говорю, что в том числе его возложить нужно и на вас тоже. Уважаемые участники, время Это все, вышло, что все. да. Время ваше вышло. Ну что ж, на этом наши дебаты закончены. И прямо сейчас каждый кандидат сможет еще раз обратиться к зрителям с программой заявления и постараться убедить их голосовать за свою партию. Ну что ж, Александр Михайлович, с вас. Уважаемые избиратели, Республика Молдова находится в глубоком экономическом, социальном и моральном кризисе. Нынешняя олигархическая система во многом, вытаскивая деньги из экономики и людей, приближает дефолт страны. И вне зависимости от геополитического вектора населения, все страдают, все население Республики Молдова. Наша команда, наша партия, партия «Народная сила», считает, что еще не поздно. В это критическое время мы можем взять на себя ответственность и призываем вас, вне зависимости от вашей религиозной, этнической принадлежности, поддержать нас для того, чтобы демонтировать этот преступный олигархический режим. Мы не обещаем вам золотых гор, зарплат и пенсий 1000 евро, субсидии сотни евро через 3 дня после выборов. Мы обещаем, что мы не будем врать, мы не будем воровать, мы будем работать на благо народа, таким образом, чтобы за 2-3 года навести порядок. Известный китайский ученый и философ Конфуций говорил, что знать, что делать и не сделать этого, это самая большая трусость. Мы знаем, что нужно делать, мы не боимся делать наши программные нормы, не боимся брать на себя ответственность. Голосуйте за партию «Народная сила», наш номер 3, наш символ кулак. Спасибо. Юрий Иванович, ваше обращение. Уважаемые телезрители, уважаемые избиратели, действительно, времена тяжелые. И я хотел бы начать с того, чтобы попросить вас не верьте в так называемые соцопросы. Эти соцопросы оплачены нынешними властями для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Я повторяю, ни одна из нынешних правящих партий не должна стать частью будущей власти. Это является первичной гарантией экономического рывка и решения наших социальных проблем. Я также настаиваю на том, что Республике Молдова нужна сильная рука, железная рука, сильное правительство, которое будет настаивать на свободной конкуренции на нашем рынке. Я призываю вас голосовать за Христианско-демократическую народную партию, вторые избирательные бюллетени. И я надеюсь, что после 30 ноября наша жизнь станет лучше. Корнел, ну, знаете, я хочу обратиться к нашим региональным избирателям, учитывая то, что аудитория, скажем так, региональная. Я хочу сказать, что ничего, кроме того, что предлагает сегодня демократическая партия, Гагаузии больше не надо. Нам нужно дружить с властью. Однозначно Демпартия останется у власти. Какие бы прогнозы ни делал господин Рожко, Демпартия будет у власти, Демпартия будет участвовать в формировании правительства Республики Молдова. Я вам обещаю, что совсем скоро Гагаузия возьмет на себя рычаги правления здесь, в регионе. У нас будут свои представители в центре, у нас будут свои представители в дипломатических структурах. И это все, что нужно для Гагаузии. Нам нужен покой, нам нужно наладить мосты между регионом и между центром и спокойно вести умеренную политику. Мы против радикализма, Демпартия не раз это продемонстрировала. Нам нужно развивать свой регион, и мы знаем, как это делать. Голосуйте за Демпартию номер 1 в избирательном бюллетене. И через 4 года я лично приду в эту студию и дам отчет о проделанной работе за последние 4 года. Спасибо. Спасибо. У вас были эти 4 года? Не переживайте. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, отведенное время для дебатов подошло к концу. Извините за небольшой технический срыв. Напомню, что в сегодняшних дебатах приняли участие Корнел Дудник, кандидат в парламент Республики Молдова от Демократической партии, Юрий Рожко,
кандидат в парламент Республики Молдова от Христианско-демократической народной партии. И Александр Слусарь, кандидат в парламент Республики Молдова от политической партии «Народная сила». Еще раз спасибо вам, что приняли сегодня участие. Спасибо. Я с вами прощаюсь, но дебаты на канале АТВ продолжаются. Завтра вечером на нашем канале внешнюю и внутреннюю политику Молдовы будут обсуждать кандидаты еще 3 политических партий. Это Либерал-демократическая партия Молдовы, Либеральная партия реформаторов и Коммунистическая партия реформаторов Молдовы.